Я Сулейманова Зулова Хавина. Работаю я в РКБ СМП имени Ханбиева города Грозного. В простонародье мы называемся Первая городская больница. Работаю врачом-хирургом. В данное время я прохожу службу на СВО. К медицине меня подтолкнула моя семья, мои родители. Ну, конечно, я тоже не была против. Закончила институт, начала работать, поняла, что да, действительно, мои родители для меня сделали правильный выбор. Ни одного дня не было, чтобы я об этом жалела. Находясь на СВО, я уже там 1,5 года. Я когда приезжаю домой, не было еще ни разу того, чтобы я не заходила в свою больницу. Я могу смело сказать свою больницу, потому что я таковым ее считаю. Данная больница – это не просто мое рабочее место. Это у меня, скажем так, второй дом. Потому что в основном время у меня проходило и будет, я надеюсь, проходить в этой больнице, так как я работаю каждый день, плюс у меня дежурство. И чем дома, я больше бываю здесь на работе. У меня очень хороший коллектив. Благодаря этому коллективу в больницу приходишь с большой радостью в любое время. Операционные, конечно, после некоторых условий, скажем, на СВО операционные, сюда заходишь как-то даже... Я не могу сказать, что мне даже уютно. По-моему, мне там уютнее, потому что я уже привыкла там работать. А так в стенах этого операционного блока проходят объемы операций не меньше, чем мы выполняем там. Так как больница экстренная, эта работа, хотя очень ответственная, у нас не получается после работы уйти домой и забыть про своих больных. Потому что больные бывают тяжелые, должна все время быть на телефоне. Созваниваешься с дежурной бригадой, спрашиваешь состояние, потому что это большая ответственность. Быть врачом и быть тем более хирургом. Когда к нам, хирургам, обратились с тем, что нужно кому-то поехать на СВО, я сказала, поеду я. Естественно, на меня никто внимания не обратил, учитывая, что я женщина. Меня поверил Алдибиров Рамзан и взял свою команду. Товарищ полковник, все руководители медицинских подразделений в сборе, ждем дальнейших указаний. Бойцы Грозные Альбатросы, Мудушу? Зуля где у нас? Здесь на месте. Далее Зуля? Куда что, Мудушу? Да. Все нормально у вас? Как? В целом, как обстановка? В целом, практически можно сказать, спокойно. Я его иногда называю разведчик, потому что когда мы меняем какую-то дислокацию, Рамзан туда сам едет, проводит там несколько дней, смотрит, насколько это безопасно, и только после этого он нас туда переводит. Единственное, он всегда предупреждает, да, сейчас вот там дислокация, где вы будете находиться, оно в безопасном месте, но я не могу гарантировать, что в любую секунду на вашу голову не упадет ракета. Я не знала Рамзана Суповича. Вот работая с ним, чуть ли не с первого дня, я поняла, что это за человек. Под его руководством работать – это прекрасно. Человек очень ответственный, он знает свою работу. Работу такую мы смогли поставить благодаря фонду Кадырова и руководителю Рамзану Суповичу, который смог вот это все организовать грамотно. У нас работа протекает, как и должно быть, для оказания необходимой помощи бойцам. Накануне моего отъезда я поставила в известность, что я туда еду. Естественно, это все восприняли очень остро. Своих родных и родственников я понимаю. Потому что мы чеченцы, у нас есть свой менталитет. По нашему приезду там у нас работали ребята с медико-санитарной части. Мы работали в больнице с местным медперсоналом. Никаких проблем у нас с ними никогда не возникало. Мы оттуда с данного госпиталя уехали уже чуть ли не 6-7 месяцев, но мы по сегодняшний день дружим. Приняли очень хорошо. До моей поездки туда было очень много разговоров, что там нашим не рады, против. По приезду я еще ни разу не видела тех, кто был против нас.
Новый год, 8 марта. Местное население, они приходили с подарками. И когда ты выходишь в город, с тобой здоровались, заходишь в кафе, там чем-то угощали. После того, как мы поменяли дислокацию, уехали с этого города, были моменты, когда мы туда возвращались по каким-то определенным вопросам. И ты идешь по городу, к тебе подходят и обнимаются. Изначально в тех госпиталях, где я работала раньше, мы работали с ахматовцами. Ахматовцы – это не значит одни чеченцы. Нет, конечно. Там со всех регионов нашей России. Помощь мы оказываем вне зависимости от нации, от вероисповедания, даже от политических взглядов. Мы помощь оказываем не только военным, но также мирным жителям. Нужно учесть обязательно, что медики на СВО не участвуют в боевых действиях. У нас там совсем другая цель. Наша цель – это спасти жизнь и здоровье людям. Раз речь зашла о медиках на СВО, я хотела бы особо подчеркнуть санитаров, фельдшеров, которые оказывают помощь непосредственно на передовой. Потому что если бы они своевременно, грамотно не оказали бы помощь, то к нам в госпиталь данные бойцы живыми не попадали бы. Самое сложное – это когда в госпиталь на первой линии поступают раненые бойцы. У нас в госпиталь приезжают волонтеры. Желающих немало. Но мы тоже не можем всех желающих брать к себе, потому что это большая ответственность. Вот что поразительно, у нас бывают врачи, бывают учителя, бывают повара. Они приезжают к нам волонтерами, что они берут отпуск за свой счет, приезжают в госпиталя, чтобы помогать бойцам. Вот в данное время я приехала, в данное время в госпитале у нас находится волонтер, она сама с Адыгеи, врач-лаборант. Она моет полы, кушает, готовит, делает инъекции, ставит капельницы. И вот месяц она приехала за счет своего отпуска работать у нас в госпитале. До нее тоже у нас было не один раз приезжали волонтеры, которые заявили желание помочь бойцам. Это все они делают за свой счет, добровольно, из-за того, что они неравнодушны к людям. Когда у тебя есть вера всемогущего, ты просишь помощь, и заодно уже, я не знаю, как это объяснить, твой весь внутренний мир борется за свою жизнь. Вот эта вера помогает. Вот я прошу Аллаха помощи, и при этом я, естественно, делаю какие-то действия, которые приводят к тому, что это меня спасает. Было не один раз, когда ты просто ночью просыпаешься от того, что идет ракетный удар, и ты просто понимаешь, что больше у тебя просто нет выхода. Ты вспоминаешь Всевышнего, просто надеешься, что, произнося имя Всемогущего, если с тобой что-то случится, что у тебя есть шанс попасть в рай. Именно тот госпиталь, в котором я в данное время нахожусь, у нас 70-80% бойцы лечатся не ахматовцы. Они с различных подразделений, с различных регионов России. Естественно, у нас единая Минобороны, у нас с Росгвардией тоже бывает, с военной комендатуры, с военной полиции местные. У нас бойцы с разных регионов, и бывает очень приятно слышать их отзывы. Потому что они не первый раз попадают в госпиталя с различными ранами или травмами. Они говорят, что попав в этот госпиталь, мы помимо того, что получаем лечение, мы проходим реабилитацию. Реабилитация связана с человеческим подходом к этим бойцам. Да, у нас основная помощь идет от регионального фонда Кадырова совместно с Минздравом, с нашим министром здравоохранения. Полностью мы обеспечены медикаментами, питанием, инвентарем, медицинской аппаратурой. У нас есть аппарат УЗИ, есть рентген,
У нас есть операционный блок. Вот сейчас в летнее время, вот где-то дней 10 назад мы поставили у себя кондиционеры, они очень необходимы. То, что мы говорим, что нам необходимо, это все нам привозят. Ну, все-таки от имени бойцов действительно хочется сказать спасибо. Потому что без этого было бы очень тяжело. И вот эти бойцы из других регионов, они тоже это все видят. Они все это видят, они нас благодарят. Они говорят, что даже следующие контракты хотели бы заключать именно с Ахматом. Авти Алаудинов – командир именно такого подразделения, где бойцы действительно многонациональные. Не только там христиане, мусульмане, там есть люди других вероисповеданий, но он может это все сбалансировать. У него очень сплоченные, хорошие команды. Вот я всегда говорю, я с одной стороны рада, что я туда попала, потому что мне посчастливилось познакомиться вот с такими людьми и узнать их лично. Я своим ребятам, например, говорю, здесь вот эти бойцы не из-за того, что мы здесь находимся, а мы здесь, потому что здесь находятся эти бойцы. Нас сюда привезли, чтобы мы помогали этим бойцам, а не наоборот. Значит, это мы должны вкладываться в этих бойцов. Я хотела бы знать, что наши люди молятся за наших ребят. Я тоже месяц находилась в качестве волонтера под Донецком, с Волгоградским мостом. Это была тяжелейшая работа, потому что наш госпиталь был на первой линии. Один раз у нас мы 4 ночей и 5 дней вообще не принимали горизонтальное положение. Настолько у нас была нагрузка, были поступления, мы не отдыхали. И вот эти медики, они заслуживают уважения. Мне мой возраст позволяет там находиться. Мне мой возраст позволяет, не знаю, подойти к бойцу, поговорить с ним. Я знаю, если бы... я стараюсь их поддержать как мама, как старшая сестра. Им больше ничего практически не нужно. Им очень важно, чтобы их поддержали, чтобы они знали, что они их помнят, что их поддерживают. Но вот когда говорят, что ты там, женщина, делаешь, я там работаю. Я знаю, не скромно, некрасиво об этом говорить, но я знаю, что у меня польза там есть. И бывает, иногда ребята приходят, они говорят, что они сколько там 5-6 минимум месяцев не ели галушки, к примеру. Это бывает не так легко готовить на 20-30 человек галушки. Я готова. Иногда не получается каждый раз, но я готова. Вот каждый отец дома, он бывает, конечно, тяжелый, потому что я очень люблю Чечню. Я очень хочу оставаться в Чечне. Но возвращаться нужно. Нужно, потому что я знаю, что я могу там принести пользу. Может быть, я там не вношу какую-то огромную лепту, но мне бывает спокойно. Это все делается не ради зарплаты, не ради денег, не ради имени. Всем этого не объяснишь, что ты это делаешь, и что ты это делаешь ради ребят.